В эфире итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях понедельника, 15 ноября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Экология и здоровье человека на севере. Масштабный медицинский конгресс ученых стартовал в регионе. Программа переселения. 55 семей поселка Лебединое Алданского района получили ключи от новых квартир. В Якутске начался международный семинар. Ученые со всего мира в очно-заочном формате обсуждают палеонтологию. Счастливый билет в будущее. В столице региона открылась мультимедийная выставка. Учащихся школ знакомят с миром профессий. Недалеко от Минска есть деревня под названием Якуты. Откуда пошло такое название и что общего у белорусской деревни и нашей республики? Два года в колонии проведет житель Якутска задачу взятки сотруднику мэрии. Следствием и судом установлено, что 26 июля мужчина находился в служебном кабинете административной комиссии окружной администрации столицы. Чтобы избежать ответственность за нарушение требований мелкорозничной торговли, он передал сотруднику мэрии 100 тысяч рублей. Факт передачи взятки зафиксирован Управлением экономической безопасности. Мужчина осужден к наказанию в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и к штрафу в 500 тысяч рублей. 82% убийств в России совершают в состоянии алкогольного опьянения. Каждое второе семейно-бытовое преступление – это последствия распития спиртных напитков. В Ленском районе за 10 месяцев сократилось количество таких преступлений. Связывают это с сокращением незаконной продажи алкогольной продукции. Ленский отдел внутренних дел регулярно проводит рейды по точкам незаконной продажи спиртных напитков. За незаконную продажу алкоголя предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как правило, в ходе проверок выясняют, что правонарушения совершают продавцы. Доказать, что продукция предоставлена предпринимателям, обычно сложно, тем более если продавец сам признает свою вину. У меня у самой ребенок растет. В этом году мы возбудили уголовное дело, уже направили в суд. Это по изъятию алкогольной продукции контрафактной, безакцизных марок. Сейчас делаем анализ именно на выявление повторных реализаций алкогольной продукции как несовершеннолетним, так и простым гражданам. За повторную мы можем привлечь к уголовное, но если человек не продает, отделаться штрафом, образно говоря. Может, кто-то одумался. Но вот так вот. Чем больше изымаем, тем меньше именно вот таких семейно-бытовых преступлений. Сводные группы оперативного штаба проверили в Якутске соблюдение ограничительных мер в 372 объектах. В том числе провели 76 рейдов по ночным развлекательным заведениям и проверили 15 автобусов. Выявлено 5 нарушений режима работы. В ходе дневных рейдов обнаружили 15 нарушений. В том числе 5 в ночных заведениях и 10 нарушений в объектах торговли, общепита и других. Нарушения фиксируют в Автодорожном, Гагаринском, Губинском, Октябрьском, Строительном округах и в микрорайоне Марха. К другим темам. Более 1500 участников, 50 мероприятий ради общей цели – развития медицины и обмена опытом. Национальный конгресс «Экология и здоровье человека на севере» в 12-й раз открылся в Якутске. В онлайн и очных семинарах, лекциях, конференциях и практических занятиях примут участие специалисты из всех регионов страны, а также Канады, США, Японии, Нидерландов и Казахстана. Мадина Халикова продолжит. Северо-Восточный федеральный университет снова принимает медицинское сообщество. 12-й национальный конгресс «Экология и здоровье человека на севере» стартовал сегодня. Очно сотрудники медуниверситета СВФУ, ученые, профессора. По видеосвязи присоединяются их коллеги из других регионов России. Обычно приезжало очень много гостей, но в связи с тем, что ситуация достаточно тревожная, мы в этом году решили сделать конгресс в гибридном варианте. Часть площадок будет и офлайн, но с ограниченным количеством участников. Ну и самое большое количество, конечно, участников будет сидеть в онлайн режиме.
За неделю в мероприятиях Конгресса, а их запланировано более 50, примут участие 1500 человек, в том числе из других стран. Это Норвегия, США, Япония, Канада и Казахстан. В России 2021 объявлен годом науки и технологий, а в Якутии – годом здоровья. Поэтому и повестка Конгресса соответствующая. И самая главная цель нашего Конгресса – это консолидация ресурсов здравоохранения, в целом, да, науки, практики, образования для того, чтобы решать нашу главную стратегическую задачу – это улучшение здоровья населения нашего региона. В рамках Конгресса обсудят методы лечения инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. В современных реалиях это актуальная тема. Посвятят семинары изучению генетики. В этом направлении наши ученые шагнули далеко вперед. А в инновационных лабораториях и на базе медучреждений рассмотрят лечение тяжелых и редких болезней. По итогам Конгресса мы всегда принимаем определенные резолюции, именно в научном подходе определенных, и что касается и организации здравоохранения, методов лечения, диагностики и так далее. Потому что сетка Конгресса очень обширная, в ней примерно около 48 секций по всем направлениям медицины. И на основании этого мы представляем свою резолюцию и научному медицинскому сообществу, и практическому здравоохранению. Кроме того, Конгресс посвятили столетнему юбилею государственного и общественного деятеля Якутии, заслуженного врача РСФСР и ЯССР Прокопия Петрова. Основные мероприятия пройдут до 19 ноября включительно, но некоторые лекции, семинары состоятся и в декабре. Мадина Халикова, Семен Семенов, Якутск. Завершилась всероссийская перепись населения. Через год появятся уникальные данные, которые могут изменить нашу жизнь. Эксперты и ученые используют результаты переписи для расчетов, бизнес для разработки инвестиционных планов. В Нерюнгринском районе работали 22 переписных участка и более 100 переписчиков. В этом году стало возможным переписаться любым из удобных способов: дома с помощью переписчика, на стационарном участке и в отделении МФЦ, или через электронный переписной лист на портале госуслуг. Последний воспользовались более 20% якутян. Большая часть населения была переписана на дому. По Нерюнгринскому району работали 128 переписчиков. Заходили в каждое помещение, каждую квартиру. Также переписали социальные учреждения. Для этого были обучены работники соцучреждений. Некоторые переписчики принимали участие в предыдущих переписях. Поэтому у нас работники с опытом работы. Также в качестве переписчиков были набраны студенты Нерюнгринского филиала СФУ и медколледжа. Сейчас будет проводиться обработка, выверка данных, проверка данных. И после этого мы только можем сказать, какая численность у нас по республике и в Нерюнгринском районе. Это будет ориентировочно в апреле 2022 года. Цены на квартиры в столице региона, по словам риэлторов, растут с каждым годом. Сегодня средняя цена за 1 квадратный метр в Якутске начинается от 120 тысяч рублей. И эта цифра продолжит расти. Какие механизмы сдерживают цены на жилье, выяснял Дмитрий Тымыров. С каждым годом цена квадратного метра в столице региона неуклонно растет. Например, если года 3-4 назад двухкомнатную квартиру еще можно было приобрести в пределах 4 миллионов рублей, то сейчас двушка в центре Якутска обойдется как минимум в 6,5 миллионов рублей. Но в предыдущих годах, конечно, это было намного ниже, то есть 65-85 за квадратный метр. Сейчас от 120 и выше, да, в среднем это цена, за которую мы сейчас продаем. По словам риэлторов, в повышении цен существенную роль сыграла реализация на территории региона ряда государственных программ: «Молодая семья», «Дальневосточная ипотека» и другие. Спрос у нас разный, то есть по обычной ставке тоже регулярно, да, покупают квартиры. Но, конечно, вот в начале года и в середине года был большой такой всплеск по дальневосточной ипотеке. То есть молодые семьи у нас активно покупали строящееся жилье, также строились, получается, да. Вот этот, конечно, такой пул большой за весь год. Но сейчас, ближе к осени, можно сказать, зиме, да, что обычная ставка под 8%, она тоже активизируется. Как говорится, спрос рождает предложение. И чтобы сдержать рост цен, региональные власти занимаются оформлением земель под новые участки. Город должен расти, сегодня расширение территории столицы остается актуальной темой. Но учитывая то, что государство не регулирует цены, да, на рынке первичного, вторичного жилья, да,
мы здесь видим одно из мер – это увеличение предложения на рынке недвижимости. Да, соответственно, будет конкуренция, да, соответственно, у людей будет больше выбора, да, и в условиях рыночной экономики, да, застройщики будут вынуждены, конкурируя между собой, да, выставлять более привлекательные условия, в том числе и по стоимости. Так, благодаря региональным властям в Якутске застраивается новый микрорайон на территории ДСК. Первую сваю здесь заложили в июне этого года. Сейчас одновременно возводятся сразу несколько жилых многоквартирных домов. Это не только обеспечит многих горожан качественным и доступным жильем, но и позволит городу расшириться в южном направлении. Это первые 7 домов в квартале Звездный. Этажность будет от 5 до 7 этажей данных домов. Всего будет 26,5 тысяч квадратных метров жилья в данных 7 домах возведено. Количество квартир будет 681 квартира. Сдача домов планируется в 4 квартале 2022 года. В целом же по итогам реализации данного проекта здесь будет построено более 260 тысяч квадратных метров жилья. Региональные власти на этом не останавливаются. В будущем будут застроены и другие районы столицы. Между тем, риэлторы напоминают, что если вы решились приобрести квартиру, то это надо сделать сейчас, так как рынок недвижимости будет расти и дальше, несмотря на существующие меры поддержки и сдерживания цен. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Павел Пахомов, Якутск. 55 семей поселка Лебедино Алданского района получили ключи от новых квартир. Пятиэтажный дом построили по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Завершит программу возведения в поселке еще одной новостройки. С новосельем лебединцев поздравили наши корреспонденты. Супруги Федоровы и их сын вполголоса взволнованно обсуждают, что стоит усовершенствовать, нужны ли дополнительные розетки и как лучше расставить мебель. Совсем скоро семья переедет в новую квартиру. Сделаем косметически, обои поклеим. Еще думаем, клеить их, пока не клеить. И переселяться будем, конечно. Ольга Абрамович – соседка Федоровых по лестничной площадке. Она получила однокомнатную квартиру. Хозяйственно-бытовые моменты еще предстоит продумать. А пока Ольга старается справиться с переполняющими эмоциями. Радость новоселья с мамой и бабушкой разделяет семья дочери. Нормально, все хорошо. Рады, что дали. Да. Мама долго ждала? Долго ждали, да. Пятиэтажка на 55 квартир в поселке Лебедином стала почти небоскребом. Теперь таких многоквартирников в Лебедином 2. Дом был возведен по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Квартиры в новостройке получили жильцы нескольких деревянных двухэтажек. Если говорить в целом о программе, у нас планировалось переселить 175 семей, по Лебединому 108 семей. На сегодняшний день лебединцы 23 человека взяли компенсацию за изымаемое жилье. И 55 сегодня семей получили ключи от долгожданной своей новой квартиры. Лебединцы, получившие в новом доме квартиры, проживали в таких домах. Двухэтажки 80-х годов постройки исчерпали свой ресурс. Попытки поддерживать в подъезде уют не спасают положение. Просевшие полы проваливаются, стены расходятся, грозя обрушением, отсыревшие углы промерзают и гниют. Дом вообще разваливался, крыша тоже. Благоустроены, но в ветхом аварийном жилье жили. Теперь очень рады. 3 года назад в Лебедином по программе переселения была построена первая трехэтажка. Завершит программу возведение в поселке еще одного дома, в котором квартиры получат оставшиеся очередники. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, поселок Лебединый, Алданский район. Идем далее. Безработные якутяне могут трудоустроиться на общественные работы. Мероприятие реализуют по госпрограмме «Содействие занятости населения». Преимущественное право на участие имеют безработные и граждане в поисках работы. Отметим, что временный общественный труд оплачивают за счет работодателя. В свою очередь, из госбюджета республики финансируют расходы на материальную поддержку граждан. Сумма поддержки – 40% от прожиточного минимума. В этом году на эти цели предусмотрено более 1 миллиона 700 тысяч рублей. В первую очередь это согласие самого гражданина, который будет идти и участвовать на общественных работах. Также мы рассматриваем его профессию, здоровье, также и возраст, и, конечно же, и другие параметры каждого человека, который подходит по общественным работам. Предлагаем
И после этого, значит, гражданин, когда идет к работодателю, соглашается и трудоустраивается на общественные работы, заключается срочный трудовой договор. Ну, в основном это 1 месяц. И после данных работ может гражданин остаться на постоянную работу. В Якутске стартовал международный семинар. Ученые со всего мира в очно-заочном формате обсуждают палеонтологию. Научное мероприятие посвящено 85-летию со дня рождения якутского ученого Петра Лазарева. По его инициативе в начале 90-х годов создан Всемирный музей мамонта. О достижениях музея в сюжете Ульяны Шагиной. Сегодня музей мамонта – это не просто место, куда приходят тысячи людей, чтобы полюбоваться уникальными находками мамонтовой фауны, но и весьма самостоятельное научное учреждение. Работают здесь и молодые ученые, которые продолжают дело известного палеонтолога Петра Лазарева. Бизон, жеребенок, это расположено на Янском плоскогорье, и также суслик на Колымской низменности. Картография – не только основная деятельность, но и диссертационная работа молодого ученого. Причем современная картография – это непривычный всем нам бумажный атлас, а электронное хранилище с данными о месте и времени найденных животных, отметкой труднодоступных территорий, а также перспективных мест для поисков древних ископаемых. Работа именно с мамонтовой фауной очень увлекательна и интересна. Работа моя связана с использованием таких современных технологий, как ГИС-технологии. Это геоинформационные системы. Я занимаюсь дистанционным зондированием Земли, картографическим обеспечением. Если раньше крупные находки для изучения отправлялись в центральные регионы страны, Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск, то с появлением музея мамонта эти функции взяли на себя и якутские ученые. Здесь, в остеологическом коллекторе, где хранятся костные экземпляры, сегодня насчитывается более 3000 различных находок. И одна из последних, более качественных, это практически полный скелет шерстистого носорога. Сейчас этот скелет ученые более подробно изучают. Весь позвоночный столб сохранился, некоторые трубчатые кости, и череп с нижней челюстью. Работают ученые и со многими как международными, так и российскими научными центрами. И понятно, почему именно якутские находки представляют такой большой научный интерес. Ведь толща вечной якутской мерзлоты сохранила в себе многие ответы на вопросы. И это не только животные, но и следы воздействия древнего человека на их скелеты. К примеру, разделка для употребления в пищу. Мерзлота, она сохраняет и позволяет провести различные анализы, как, к примеру, трассологически, к примеру, восстановить моменты разделки древних животных. Первый раз мы начали сотрудничество в 2015 году. Прекрасные специалисты, прекрасные люди. И, собственно, у нас почему сотрудничество и продолжается, потому что мы нашли друг друга. Сегодня в Якутии находят до 90% останков шерстистых мамонтов. Для более углубленного их изучения в регионе планируется создание Всемирного центра мамонта в рамках нацпроекта «Наука». Для якутских ученых это станет новой возможностью для работы. Это будет действительно центр притяжения меловой палеонтологической науки, потому что и в Всемирном центре мамонта планируется создание генетических, изотопных исследований именно по самому оборудованному, по самому последнему слову науки и техники. И кто знает, может, именно якутский центр сделает главное открытие, о котором мечтают все палеонтологи мира. Это оживить и выпустить в природу одно из самых древних животных – мамонтов. Ведь наука не стоит на месте. Так что все возможно. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. Билет в будущее. В рамках всероссийского проекта с таким названием в Якутске стартовала мультимедийная выставка. Мероприятие в игровой форме знакомит учащихся столичных школ с миром профессий. Власий Сергеев подробнее. Программа выставки состоит из 2 этапов, которые включают в себя прохождение интерактивных тестов, посещение мультимедийной инсталляции, а также мастер-классы по современным дисциплинам. Суммарно у учащихся имеется возможность познать азы более 300 профессий. Главная задача этой выставки – представить профессии будущего. Те профессии, которые сейчас приобретают особый интерес не только у молодого поколения, но вообще в мире формируют новую экономику, новое сознание, новые смыслы. Проходят проектную работу определенную наши учащиеся,
и получает вот тот важный импульс для того, чтобы что-то для себя оставить. Особое внимание организаторы выставки уделили практической части. Так, учащиеся в рамках профессиональной пробы приняли участие в мастер-классах по таким дисциплинам, как программирование, генная инженерия и видеопроизводство. Чаще всего в своей работе мы сталкиваемся с тем, что ребята говорят, когда поступают в институт, приходят на практику, они понимают, что та профессия, которую они выбрали, не совпадает с теми ожиданиями, которые у них были. Именно поэтому важно на этапе выбора попробовать что-то руками, чтобы оценить именно с точки зрения «мне это подходит» или «мне нужно выбрать что-то другое». Век цифровых технологий видеопроизводства является одной из самых востребованных профессий. В ходе ознакомления с этой дисциплиной дети научились работать с видеоредакторами и пользоваться базовыми эффектами. В итоге каждый учащийся смонтировал видеооткрытку к Новому году. Ну, в основном было все прикольно и очень интересно и завораживающе. Взял видеофайлы, как там склеил из них маленький ролик. Отдам открытку бабушке, дедушке, ну и остальным родственникам. Помимо самой выставки, на которую группу попадают строго по предварительной регистрации, работает и сайт. На специальной платформе желающие могут ознакомиться с тестами, разделом для родителей и материалами о профессиях. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск. В завершение отправимся за пределы Якутии. Недалеко от Минска есть деревня под названием Якуты. Откуда пошло такое название и что общего у белорусской деревни и нашей республики, узнавала наша московская коллега Айсана Бурнашова. Поля, раскинутые до горизонта, леса, утопающие в зелени. Среди этих бескрайних просторов и расположилась деревня Якуты. Она находится всего в 40 минутах езды от Минска, недалеко от наивысшей точки Беларуси – Дзержинской горы. Вокруг названия деревни Якуты ходит много легенд. По одной из версий, именно здесь, на этой территории, жили поселенцы из Якутии, вернувшиеся на родину с крайнего севера. Также есть мнение, что Якут – это древняя белорусская фамилия, фамилия основателя деревни. Деревушка с необычным для Беларуси названием Якуты у местных жителей давно на слуху. Еще в 2001 году здесь был основан парк активного отдыха «Якутские горы». Отвлечься от городской суеты из разных концов республики сюда приезжают более 4000 человек. Я благодаря отцу узнал, что такая деревня на самом деле есть. Он, может, лет 20 назад повез нас, показывал, что вот такая деревня Якуты. И пытались понять, какая история. Я не могу сказать, откуда она появилась, но просто мне приятно, что у нас под боком, я сам родом тут с деревни рядышком, что есть вот эта деревня. Загадки топонимики уже в ближайшее время должны разгадать эксперты. А пока белорусская деревня Якуты продолжает тепло принимать гостей. Официально зарегистрировано 10 человек в этой деревне. Но на самом деле живописная природа Дзержинского района привлекает жителей города Минска. Поэтому, образно говоря, что, естественно, количество жителей намного больше, чем официально зарегистрировано. Договорились с правительством Республики Беларусь о том, что мы задаем вопросы историкам, архивистам. Но в любом случае это село, это место, оно, безусловно, греет всех якутян. Это не кусочек нашей республики, но это очень большое напоминание о нашей родине. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, деревня Якуты, Республика Беларусь. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.